Здравствуйте. Зовут меня Шаркова Елена Михайловна. Я представляю Республику Беларусь, учреждение образования Могилевский государственный колледж искусств. Наше учреждение образования единственное в Республике Беларусь, кто готовит будущих библиотекарей со средним специальным образованием. Тема моего доклада – современные тенденции в обучении родному языку будущих специалистов библиотечного дела. Я представлю опыт работы свой и еще одного преподавателя Олейниковой Ларисы Николаевны. В современных условиях знание языков, в том числе государственного, приобрело существенное значение для будущих специалистов и является необходимым условием их профессионального и социального развития. Это отмечается в требованиях к уровню подготовки выпускника в образовательном стандарте специальности библиотековедения и библиография. Выпускник должен владеть государственными языками, белорусским, русским, на необходимом для профессиональной деятельности уровне. В последнее время белорусский язык расширяется в официальных сферах использования, становится востребованным в других сферах, в том числе и культуре. Согласно Конституции Республики Беларусь, белорусский язык является одним из государственных языков. Кроме того, наряду с русским он официально признан языком культуры и науки. Безусловно, сегодня возрастает роль образовательных учреждений в организации языковой подготовки специалистов. Обучение должно осуществляться с использованием специально разработанного учебно-методического обеспечения, отвечающего современным требованиям языковой и профессиональной подготовки. В 2001 году Министерством образования Республики Беларусь утверждена типовая программа для высших учебных заведений по дисциплине «Белорусский язык. Профессиональная лексика», а в 2006 году дисциплина была введена и в учреждения среднего специального образования. В докладе представлена система организации белорусскоязычной подготовки будущих специалистов библиотечного дела, позволяющая повысить уровень языковой компетенции учащихся и основанная на современном подходе к обучению. Работа по созданию системы преподавания дисциплины «Белорусский язык. Профессиональная лексика» ведется с 2006 года. В 2015 году Министерством культуры Республики Беларусь утверждена типовая учебная программа по дисциплине по специальности библиотековедения и библиография. Автор программы – преподаватель колледжа Олейникова Лариса Николаевна. На основе типовой учебной программы мною разработано и издано в 2015 году учебное пособие «Белорусский язык. Профессиональная лексика». На сегодняшний день система белорусскоязычной подготовки будущих библиотекарей прошла этапы разработки, апробации и внедрения в обучение. Наш опыт показал, что языковая подготовка учащихся более эффективна, если обучение родному языку опирается на систему с целенаправленным и поэтапным формированием лингвистической компетенции. Система обучения учащихся родному языку реализуется последовательно в урочной деятельности, во внеклассной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности. Учебно-методический комплекс дисциплины является важным средством развития языковой компетенции учащихся в урочной деятельности. В УМК учитываются особенности будущей профессии библиотекаря, поэтому обучение ориентировано на профессиональную направленность дисциплины. УМК составлен в соответствии с авторской типовой учебной программой по дисциплине, утвержденной Министерством культуры в 2015 году, состоит из основных модулей – теоретического, практического, контроля знаний и вспомогательного. УМК также включает в себя учебное пособие, утвержденное Министерством образования в 2015 году. В учебном пособии в соответствии с типовой программой по дисциплине изложен учебный материал, который на 100% обеспечивает практические занятия. В пособии последовательно используется дедуктивный метод изложения материала. Весь теоретический материал организован в таблицы и схемы. Изучение родного языка с помощью схем и таблиц способствует развитию логического мышления учащихся, способностей анализировать, сравнивать, противопоставлять, находить связи, развивает память, помогает запоминать большой объем информации в упорядоченном виде. Практический модуль состоит из системы упражнений, основанных на поэтапном формировании мыслительных действий и дидактическом принципе последовательности. Развитие языковой компетенции учащихся при изучении родного языка продолжается во внеурочной и воспитательной работе в различных формах.
Кратко представим их. В колледже организовано изучение факультатива «Сравнительный анализ профессиональной лексики русского и белорусского языков». Сопоставительное изучение способствует более глубокому осмыслению лингвистических явлений, а в условиях двуязычия является основой методики преподавания русского и белорусского языков для будущих специалистов библиотечного дела. Мною разработана учебная программа факультативного курса и комплекс упражнений, направленных на сопоставительный анализ языковых явлений. Обучение родному языку продолжается на занятиях литературно-творческого кружка «Вдохновение». Кружок объединяет творческих учащихся, которые создают прозаические и поэтические произведения. Помимо других форм работы, ежегодно к Международному дню родного языка готовится литературная экспозиция «Белорусский язык в сердце моем», состоящая из произведений участников кружка. Оформленная в национальных традициях, экспозиция размещается в холле учреждения. Мероприятие привлекает внимание к белорусскому языку, объединяет учащихся, которым не безразлична его судьба. Среди наших учащихся есть победители республиканских, международных литературных конкурсов. Кроме того, учащиеся со своими белорусскоязычными произведениями выступают в печати, в областных и республиканских периодических изданиях. Развитие лингвистической компетенции учащихся – одна из основных целей реализации в проектной деятельности. Технология проектов активно используется преподавателем Олейниковой Ларисой Николаевной. Технология позволяет развивать у учащихся творческие, исследовательские и коммуникативные навыки. Будущими библиотекарями подготовлены белорусскоязычные практикоориентированные проекты к юбилеям классиков белорусской литературы. Обучение родному языку осуществляется и при подготовке учащимися электронных книжных выставок. Это современный вид информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Электронная выставка является синтезом традиционного книжного и новейшего электронного способов предоставления информации. Электронная выставка мобильна, компактна и содержательна. Наши учащиеся готовят белорусскоязычные электронные выставки книг, посвященные юбилейным датам творчества белорусских писателей или изданий. Представляем вам фрагмент электронной выставки, в которой будет продемонстрирована различного вида информация. Ежегодно к Международному дню родного языка будущие библиотекари готовят различные по форме мероприятия на белорусском языке. Это и внеклассные мероприятия, например, интеллектуальная игра «Говори со мной по-белорусски», информационные минутки, викторины по фактам развития белорусского языка, познавательная акция «Цитирую наших». Цели таких мероприятий – приобщить учащихся к духовным ценностям белорусского народа, привить чувство уважения к национальному языку, литературе и наследию родной Беларуси. Высшим этапом в процессе обучения и развития языковой компетенции будущих специалистов является научно-исследовательская деятельность учащихся. Цель научно-исследовательской деятельности работы в колледже – образовательный результат.
деятельность направлена на развитие исследовательского типа мышления учащихся. Здесь главное не усвоение новых, до сих пор неизвестных фактов, а обучение алгоритму исследования, навыкам, которые впоследствии могут быть использованы в исследовании любой сложности и тематики. При выборе темы исследования мы ориентируемся на ее целесообразность. Тема должна не только интересовать учащегося, но и вписываться в общую перспективу его профессионального развития, иметь прямое отношение к выбранной им специальности. В последнее время выполнены и успешно защищены не только в колледже, но и на областных и республиканских научных конференциях исследовательские работы лингвистической тематики и профессиональной направленности. Работа «Фамилии жителей Беларуси. Особенности семантики происхождения структуры» под руководством Олейниковой Ларисы Николаевны представлена на итоговой научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Национальная культура глазами молодежи» в Белорусском государственном университете культуры и искусств в 2019 году. Работа «Сопоставительный анализ профессиональной лексики на русском и белорусском языках», выполненная под руководством Шарковой Елены Михайловны, отмечена дипломом на областной научной конференции в 2020 году. В текущем учебном году с учащимися ведется исследовательская работа по созданию образовательного контента посредством современного информационного сервиса Instagram. Инструментами Instagram развивается белорусскоязычный лингвистический проект «Мова поступова». Публикуемые материалы реализуют визуальный способ получения информации, который сегодня является наиболее актуальным. Важным результатом научно-исследовательской деятельности являются не столько высокие оценки жюри и дипломы победителей научных конкурсов, сколько искры в глазах учащихся, которые заинтересовались темой, погрузились в лингвистические факты и загорелись исследованием. Опыт обучения родному языку будущих специалистов библиотечного дела был неоднократно представлен в республиканских научно-методических журналах «Белорусская мова и литература», «Народная освета», «Мастерство онлайн», «Профессиональное образование». В заключение отметим, что применение учебно-методического комплекса, а также использование различных форм внеурочной языковой работы способствует повышению уровня качественной успеваемости учащихся по дисциплине «Белорусский язык. Профессиональная лексика», повышению уровня сформированности языковой компетенции, уровня мотивации к обучению, познавательных интересов учащихся, их активности и самостоятельности, повышение престижа белорусского языка.